Затор за Кангаласским мысом подорван. Уровень воды на гидропосте Якутска превысил опасную отметку. Якутяне, живущие в Венгрии, посетили могилу земляка, героя Советского Союза, прославленного снайпера Алексея Миронова. Мастер спорта международного класса. Такое звание по масс-рестлингу впервые присвоили атлетам. Ими стали якутяне. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Уровень воды в реке Ленина гидропосте Якутска превысил опасную отметку на 15 сантиметров. В Кангаласах на 6, сообщает городская администрация. С 16 часов прирост воды в реке Лени близ Якутска составил +1 сантиметр, микрорайона Кангаласы +7, Табаги +5 сантиметров. В Тулагино отмечается снижение на 34 сантиметра. Измерение уровня воды проводится с интервалом 2 часа. Зарегистрированы подтопления территорий и жилых домов в Тулагино, Капитонов, Кангаласах, Пригородном, Даркылахе, Хатасах и Табаге. С частного крестьянского хозяйства в районе Жатая спасатели эвакуировали 18 человек. Продолжают свою работу спасательные посты в районах Даркылаха и Кангалас. Облет по руслу реки Лены, где идет активная фаза ледохода, на вертолете совершил глава региона Айсен Николаев. Вода у нас идет по протоке, которая в районе Сотинцев. Поэтому идет, но там, так как глубины не сильно большие, все-таки расход воды не очень большой, но и, соответственно, здесь у нас в районе города Якутска, пусть незначительно, на уровне повышаются. Вместе с тем ситуация, конечно, далеко не критическая, так, я уверен, что уровни воды, когда поднимутся, все-таки само двинется, так, но и вот превентивные взрывы, которые будут сегодня проведены, они помогут этому процессу ускориться. В 17:55 подорвали затор за Кангаласским мысом, чтобы защитить населенные пункты от подтопления. Израсходовано 1,5 тонны взрывчатки. Ледовые заторы на этом участке в данное время ликвидированы. К ночи ожидается спад воды в районе Якутска. Между тем, на территории Якутска введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В зоне затопления 55 жилых домов и 24 придомовые территории. Сергей Михедов о том, как развивалась ситуация. Александр Файзель живет и работает в районе Даркылаха. На территории приусадебного участка он организовал парк современных и древних животных. Все экспонаты собраны с любовью и собственными руками. Вода пришла сегодня рано утром, когда ее совсем не ждали. Теперь спасать животных приходится своими силами. Александр вместе с семьей живет здесь с 2014 года и паводок встречает впервые. Бдили, ходили каждый день, каждые 2 часа. Смотрели на воду. Вода поднималась. И вот после ночи подъем увеличился. Сразу начали суетиться. В 10 часов уже начали собирать вещи. Все, что ценное, повыше. На 2-й этаж. Вот сейчас занимаемся экспонатами. В доме все полы, все плавает. На участке Якутск-Кангаласы за одни сутки вода поднялась сразу на 1,5–2,5 метра. А в столице республики после обеда уровень воды на Лени превысил опасные отметки. Для эвакуации людей с подтопленных частных домов и дач отправились сразу несколько групп спасателей. На одном только Даркылахе в воде оказались более 50 домов, где проживают примерно 160 человек. Операция по спасению 16 человек. Оперативная сотка поступила примерно в 9:30 утра. Через несколько минут мы были уже на месте. Но так как распространение воды очень большое, каждый раз мы отступаем, получается уже примерно около 2 часов мы возимся. Но вот последняя группа из 3 человек уже заканчивала. Так что скоро будет все в порядке. Все живы-здоровы, без жертв, все нормально. В итоге подтопленными оказались территории в Тулагино, Капитоновке, Кангаласах, Пригородном, Даркылахе, Хатасах, Жатае и Захаровке. А заторы наблюдались на Кангаласском мысе и в Якутске. В ближайшее время ожидают улучшения ситуации и спад уровней воды. Сергей Михедов, Илья Сыромятников при содействии пресс-службы Службы спасения Якутии.
Не превышены критические отметки в населенном пункте Огородтах Сотинского наслега Усть-Алданского района. В поселке Ары-Тит вода поднялась на 797 сантиметров при критическом уровне 940. За 4 часа плюс 27 сантиметров. Лед идет по фарватеру. 11 пунктов временного размещения готовы к работе. Организованы 12 мест для загона скота. Напомню, что в Усть-Алданском улусе 6 населенных пунктов, которые подвержены затоплению. Каждые 2 часа дается уровень воды. И во всех, где у нас на наслегах уже организовано круглосуточное дежурство. Да? Это из числа работников администрации и из числа жителей поселков. В Тампонском районе на реке Алдан активная фаза ледохода проходит на территории Охот-Перевозского наслега и поселка Джабари-Кихая. Там наблюдается густой ледоход. Уровень воды у поселка Джабари-Кихая поднялся на 140 сантиметров. У поселка Хандыга-Разводье уровень воды составляет 513 сантиметров. За сутки вода поднялась на 20 сантиметров. Сегодня из Якутска прибыла оперативная группа. Нулевой километр в связи с тем, что река Амга находится в активной фазе ледохода. Есть закраины, ледохода также нет. В ближайшие сутки ожидаем активную фазу ледохода на территории поселка Хандыга и села Сайды и Новый. К другим темам Минпросвещение России решило перенести единый государственный экзамен на более поздний срок. ЕГЭ планируется проводить только для тех, кто намерен поступать в ВУЗ, уточнили журналистам в пресс-службе ведомства. Отмечается, что точная дата выпускных экзаменов будет определена позднее. Обязательные экзамены для 9 классов по русскому языку и математике решено отменить. Итоговые оценки школьникам выставят на основании годовых. За минувшие сутки в республике выявили 46 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе брифинга по эпидситуации в регионе. Всего в республике зарегистрировано 652 случая заражения коронавирусной инфекцией. 146 человек полностью выздоровели, остальные получают необходимое лечение в стационарах региона. Сегодня коронавирус выявили у пациента Якутского республиканского онкологического диспансера. В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия и санация, а также забор анализов, сообщила главный врач диспансера Лена Афанасьева. Она подчеркнула, что остальным пациентам продолжают оказывать плановое лечение. Учреждение на карантин не закрывается. 13 мая в онкодиспансере лабораторно подтвержден 1 случай новой коронавирусной инфекции у пациента. По оперативному плану противодействия распространению инфекции в диспансере проводятся противоэпидемические мероприятия и санация. То, что необходимо делать. Но хочу сказать сразу, учреждение продолжает оказывать плановое лечение онкологическим больным. На карантин мы не закрываемся. Якутяне, живущие в Венгрии, посетили могилу земляка, героя Советского Союза, прославленного снайпера Алексея Миронова. В 60-х годах известный ученый, писатель Михаил Иванов Багдарын-Сюльбе, зная, где захоронен якутский солдат, смог установить связь с местными жителями и даже нашел возможность в 1967-м привезти с родины Миронова Вилюйского района горсть земли. Ульяна Шагина подробнее. Это фотокадры из далекого 1967 года. Здесь Михаил Иванов, Багдарын-Сюльбе, у могилы якутского солдата в венгерской деревне Намешкерештур. В то время он директор Вилюйского педучилища, заинтересовался судьбой и боевым путем солдата Миронова. Итогом стала большая исследовательская работа, написание книги, а также эта поездка в Венгрию. Он написал письмо в Венгрию, в город Немешкерештур, в школу. Есть ли могила нашего земляка, как за ним ухаживают. И представьте себе, ответ пришел. Директор школы написал, что коллектив школы ухаживает за могилой воинов, которые пали
в ходе освобождения Венгрии. Спустя 40 лет эту поездку повторил и сын Богдарына Сюльбе, а позже в 2012 году Академия «Полярная звезда» национальная вещательная компания «Саха» смогла свозить на могилу героя 27 юнкоров из разных улусов республики. И они говорят: вот вы какие молодцы, вот что такое патриотическое воспитание, вот что такое, как говорится, кругозор. Алексей Миронов родился в селе Кентик Верхневилюйского улуса, но вырос в соседнем Вилюйском, в маленьком селе Балагатче. Сегодня все они гордятся своим земляком и, конечно же, не забыли его в год 75-летия Победы. Кентикцы из-за эпидемии не смогли выехать в Венгрию, но нашли там земляков, которые 9 мая возложили цветы к могиле Миронова. Галина Чуприна, супругам не зная о том, что здесь до них уже побывали якутяне, своими силами смогли отыскать захоронение. Почистили его захоронение, посадили цветы. Как жаль, из далекой Якутии наш герой Миронов Алексей Афанасьевич прошагал всю Россию, пол Европы и погиб за месяц до победы. Вечная ему память и благодарность от нас живущих. Алексей Миронов прошел всю войну. Он результативно охотился на фашистов, дотошно осваивал снайперское дело, изучал повадки врагов и ловко их обманывал. Подготовил десятки отличных снайперов. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии и Венгрии. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны первой степени, Красной звезды и медалью за боевые заслуги. Но звание Героя Советского Союза ему посмертно присвоили лишь в 90-м году, благодаря усилиям Андрея Савича Борисова, работавшего в то время народным депутатом СССР от Вилюйского округа. Тогда я был помощником депутата. И когда указ подписан был Горбачевым, вся республика ликовала, и везде проходили эсэхи, посвященные героям. Среди воинов-якутян 25 героев Советского Союза, и один из них – прославленный снайпер Алексей Миронов. Память о нем не забыта, а помнят его и в далекой Венгрии. В ближайших их планах – восстановить надгробную плиту, стертую временем. Для этого они бросают клич своим землякам из Якутии в год 75-летия Победы принять посильное участие в этом нужном деле. Ведь герои живы, пока жива память о каждом из них. Ульяна Шагина, Сергей Дьяконов, Якутск, Будапешт. Масс-рестлинг продолжает завоевывать новые высоты. Министр спорта России Олег Матыцин впервые присвоил атлетам в этом виде соревнований звание мастера спорта международного класса. Первопроходцами оказались 2 якутянина. Об этом успехе и дальнейшем развитии масс-рестлинга в материале Максима Кардозу. Этого события Федерация масс-рестлинга ждала 17 лет. В 2003 году перетягивание палки попало во Всероссийский реестр видов спорта и получило международное название. За эти годы якутское единоборство добилось признания в 50 странах. Теперь взята еще одна высота. Лучшие атлеты могут быть удостоены звания «Мастер спорта России» международного класса. Первыми стали якутяне Сергей Константинов и Сергей Фролкин. Мастер спорта международного класса – это очень высокое достижение для меня. Я очень рад этому. Я даже подумать и не мог, что я стану одним из первых, кто удостоился столь высокого звания в мире масс-рестлинга. Безусловно, это говорит о том, что масс-рестлинг сделал огромный шаг на пути его развития. Для нас, спортсменов, в будущем это будет огромной мотивацией. Как вид спорта масс-рестлинг был описан еще в 17 веке первыми исследователями Сибири и Крайнего Севера. Современные правила начали формироваться уже в советское время, но государственную аккредитацию якутская бесконтактная борьба получила только в 2015 году. Тогда мы все начинали с чистого листа. Вы можете представить, что для проведения соревнований всероссийского уровня у нас не было даже судей всероссийской категории по масс-рестлингу. И только благодаря поддержке Министерства спорта России Всероссийская федерация масс-рестлинга смогла провести очень большую работу, чтобы спустя всего 3 года наши ребята стали получать корочки мастеров спорта России.
Сегодня масс-рестлинг действительно становится международным видом спорта. Ежегодно около 200 соревнований проводятся по всему миру. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса отменились состязания, намеченные на первую половину года. Но профессионалы, болельщики и эксперты надеются, что зрелищные схватки по перетягиванию палки мы увидим в августе на масштабных играх стран Содружества СНГ, которые должны пройти в Казани. 2500 спортсменов из 11 стран будут бороться за медали в 21 дисциплине, среди которых есть и масс-рестлинг. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.